Так, вернемся к мистеру Генделю. В прошлый раз он представил великую ораторию «Самсон». Но я напомню, что Гендель был велик еще один жанр оркестровой музыки. Это один из величайших оркестровых композиторов эпохи барокко. Если брать первую половину XVIII века, то он находится в ряду других великих композиторов. Если брать Германа Гёшна, Иоганн Себастьян Бах, мы итальянцы, Корелли, Вивальди, Марчелло, Альбинони, эти первые шестерки, как говорится. Теперь, как оркестровый композитор, он опирался на опыт, конечно же, итальянских музыкантов, потому что они придумали оркестровую музыку. Прежде всего. Они создали новые жанры, концерты, концерто гроссо, говоря по-итальянски. Да. И не просто а-ля итальян писал их, что естественно, как это делал Себастьян Бах. Но он использовал опыт Арканджело Корелли. Почему так важно? А вот почему. Маленькая справка, если господа. Вообще-то первый концерто гроссо придумал Арканджело Корелли. Запомните, первый концерт в истории музыки, не Вивальди. Его концерты были концерто гроссо, то есть большие концерты. Что означает большие? Не то, что долго длятся. Концерто гроссо, то есть большой концерт. Слово концерто, это итальянское слово, не немецкое. В России произносят неправильно, говорят концерт по-немецки. Потому что мы из рук немцев получили этот жанр, но вообще придумали итальянцы. Почти что все в музыке. Слово концерт имеет два значения. Одно из них – это праздник. И второе – состязание. Праздник почему? Вот заметьте. Ну, может, вы какие-то части концерта в школе играли. Обычно в школе идет эту часть. Я тоже в школе играл концерт правильно. Так вот, заметьте, в отличие от симфонии, музыка концерта нарядная, эффектная, блестящая. Это праздник. Симфония может мрачный концерт не должен быть. Почему состязание? Потому что в концерте всегда состязается. Но если концерт для солиста и оркестра, понятно, солист с оркестром, оркестр с солистом. А если нет солиста, кто с кем? Сейчас объясняю. Итак, концерто гроссо. Это концерт для оркестра. Для оркестра и маленькой команды. Я сейчас скажу, из кого стоит. А сольный концерт, его придумал Вивальди, Антонио Вивальди. Это концерт для солиста, то есть для одного, соли один означает, и оркестра. Итак, Корелли придумал первый вообще концерт, и это был концерто гроссо. Немножечко позже Вивальди придумал концерт, но концерт сольный, для одного музыканта и оркестра. А теперь, что же такое концерто гроссо? Я сказал, что весь оркестр с кем-то состязается. Кто эти кто-то? А вот кто. До того, как родился концерт, был такой жанр, назывался он трио-соната. Камерный жанр. Ну, представьте, две скрипочки, виола да гамба, поэтому трое. И четвертый за клавесином, но его не считают, он играл без партии. Итого 4 музыканта получается. Трое струнных и один клавишник. Заметьте, какие трое струнных. Две скрипки, то есть одинаковых инструментов, одинаковых по тембру, и один инструмент нижний. И эти двое играли полифоническую музыку, у них были две разных мелодии. А третий играл только бас. Пум, 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 пум. Вот и все. Больше ничего. А клавесинист играл аккорды, давая гармоническое сопровождение. То есть всегда два высоких инструмента, создающих полифонию. Один играет бас, который является опорой гармонии, а четвертый без партии. Клавесинист играет сопровождение, которое, кстати, импровизирует. Нот никаких нет. Так вот, что сделал Корелли? Он соединил два в одном. Он соединил оркестр камерный, который играл сюиту, и вот эту команду трио-сонаты. И когда звучит концерто гроссо, то состязается вот этот оркестр, струнный, барочный, и вот эта команда из 3 музыкантов. Две скрипки, виола, так говорили, виола да гамба, которая ножная, и клавесин. То есть состязание все равно есть только всех и маленькие кучки, группы. Поэтому оно есть. В чем проявляется состязание? Кто ярче, кто громче, кто изобретательный, у кого музыка интереснее, привлекательная. Но теперь представьте, состязается двое. Там, вольная борьба, прыжки с шестом, например, неважно что. Что мы видели, они по очереди, один другой, один другой. И мы сразу поставим, так и здесь. Как это происходило? А вот как. Сыграл оркестр кусочки музыки, а теперь эти 4. Опять оркестр, эти 4. Вот так чередуется постоянно. Кто кого переиграет. Вот на этом построен концерт. И в современном концерте, где есть, например, пианист сидит за фортепиано, большой оркестр, то же самое. Вот, только маленькое отличие. Когда солирует пианист, оркестр замолкает, он ему помогает.
А когда солирует оркестр, и пианист часто не молчит, он помогает оркестру красивым пассажем. Но все равно состязаются, хоть и помогают друг другу. Кстати, хороший спортсмен на состязании тоже могут помочь. Это естественно, хотя не соперник. Так вот, я сказал о Корелли, Вивальди, об отцах этого жанра. Верно. Только Вивальди при жизни получил известность, стал знаменит на всю Европу, а Корелли нет. Он был человеком скромным, он жил в провинции, а не в Венеции, в городе Болонья. Знаменитый тоже город музыки. Там много музыкантов появилось, там один из лучших университетов европейских появился вообще, чтобы вы знали. Поэтому Болонский трактат, в который мы вошли, на ваше несчастье. Правда, вы пока об этом не знаете. Вот когда вы будете учиться в консерватории, то узнаете быстро. Так вот, еще потому, что концерты Корелли напечатали через 10 лет, после того, как он придумал, а концерты Вивальди сразу. И получилось вот что. Вы представьте, вы написали толстый роман, знаменитый, великий, «Война и мир». И я написал спустя лет 8 после вас. Но мой напечатали сразу, через полгодика, а то через 10 лет. И мой появился в печати раньше. И весь не узнал жанр концерта, как жанр придумали Вивальди. А придумал таки Корелли. И так бывает несправедливо. Поэтому, если что придумаете, спешите объявить в своих правах. Патент взять. Или что-то еще сделать, чтобы народ познал. Так вот, у Корелли концерты были много-много частные. 4, 5, 6, 7 частей. В любом порядке. Могла быть еще быстрая, медленная, грустная, веселая часть, полифоническая, гомофонная. Так было у Корелли. А у Вивальди было так. Части только 3. Первая обязательно быстрая и последняя, а средняя обязательно медленная. И у них были обязательно разные характеры. И средняя часть была обязательно в другой тональности. То есть между ними возникал контраст. А у Корелли был не так. А вот теперь я подожду к тому, для чего он начал разговор. Я же Гендель. Потому что Гендель за образец взял концерты Корелли. А Себастьян Бах в то же время там, в Германии, возьмет за образец концерты Вивальди, поэтому не так отличаются. Итак, помните, он жил, учился в Италии, мистер Гендель, поэтому блестяще владел концертом, жанром концерта, итальянским стилем, и получилась яркая музыка. Он любил этот жанр, он много писал для него, даже больше, чем Иоганн Себастьян Бах, концерта Гросса. Так вот, и что же он написал? У него море оркестровой музыки. Что есть в его оркестровой музыке? Начнем с того, чего больше всего. А вот теперь запомните, я вам буду называть опусы. Опус — латинское слово, значит, дело произведения. Так, со времен 17 века музыканты называют произведения. Кроме личного имени, там, соната мажор, или, скажем, весна, концерт воды. Еще имеется опус. Значит, какое по счету у меня произведение? Первое, второе, 190-е. Так вот, у него есть 6 концертов опуса 3. 6 концертов опуса 3. А потом пройдет время, он напишет 12 концертов опуса 6. Опуса 6. Вот эти и есть самые знаменитые 12 концертов, самые великие 12 концертов. Это классика, это шедевр. Обратите внимание, в одном опусе 6, а в другом 12. Что из этого? А вот что тогда музыканты, когда писали не одно произведение, а сразу много, писали их не сколько угодно, а писали их либо по 12, либо по 6. Кто-нибудь догадался, почему 12? А чему у нас 12? 2 по 3. Господа, чему у нас 12? У всех сидящих здесь. Всю жизнь. И вы еще думаете? Вот. А почему месяцев 12? Никогда не задумались? Ни 11, ни 13. Понятно. Христиан среди вас нет. Потому что апостолов было 12. Это христианское число. Поэтому писали либо 12, либо 6, какую-то половинку. Но не 5, не 7. Это был обычай, что 19 века. Даже Рахманинов писал в музыкальный момент ровно 6 штук. Или, например, на опусе 12 прелюдий. 200 лет такой обычай. Даже больше, 300. Так вот, 12. Это концерто Гросса. Кроме того, он изобрел новый вид концерта. Сольный концерт. Вы скажете, сольный придумал Вивальди. Правильно, он придумал концерт для скрипки и оркестра. Для флейты и оркестра. Для трубы и оркестра. Это сольный инструмент. А Гендель придумал концерт для органа и оркестра.
Но орган великий инструмент, огромный инструмент, мощный. И, конечно, он превосходит и скрипку, и флейту, и трубу. До этого никто не догадался. Он додумался, потому что он великий органист. Может быть, номером один, может быть, одним из наряду с органом. Так вот, он тоже написал. Так вот, он написал, значит, так. Номер по 6 написал, значит. 3 в опусе 4, 6. И еще 3 в опусе 7. Итого 6. Итак, 6 концертов для органа с оркестром. 6 концертов. Записали. Гендель, Георг, Фридрих, Гендель. Так. Теперь, это тоже не вся оркестровая музыка. У него еще есть 2 любопытных концерта. Вы слышите, нормальный концерт, это для оркестра и солиста, для оркестра и группы, которая называлась по-итальянски словом смешным концертино или репиение, то есть маленький концерт, так сказать, группа. А он написал удивительные концерты для 2 оркестров сразу. Они так называются 2 концерта для 2 оркестров. 2 оркестра состоятся между собой. Вот такая блестящая. Кстати, когда будете читать, берете в ноту библиотеку, у нас много итальянских изданий. Запомните, там не будет слова оркестр. Словом оркестр не пользовались очень долго. Это мы говорим оркестр. Еще в 19 веке в России говорили, про хор говорили вокальный хор, а про оркестр говорили инструментальный хор. Так говорили. То есть слово хор когда-то не сначала много певцов. Так вот, по-итальянски оркестр, знаете, как назывался тогда? В 17, 18, 19 веке. Так, как еще осталось немножечко. Мело. Как раз на одну золотцу. Хочется бежать вниз. Не оспорите. Слово всем знакомое. Пишу большими буковками. А? Вот, вот и вот. Прочтите. Хори все правильно. Как слово хор по-итальянски. Если не называю хор. Поэтому для 2 хоров. Эндуэ кори по-итальянски. Так. Нет, так, дуэ кори. Так, теперь еще один есть знаменитый концерт под названием «Пир Александра». Догадались, какой Александр? Ну, какой самый знаменитый Александр? Он не ваш сосед. Никто не знает. Конечно, кто еще. Правильно, это его я показываю. Так. А вот теперь мы подходим. Вот, итак, он изобрел жанр концерта для органа с оркестром. Он изобрел концерт для 2 оркестров. Это было тоже много. И он изобрел музыку, о которой упоминал на самой первой лекции Гегеля. Музыку пленера. То есть музыку, звучащую на открытом воздухе. И вот в этом роде, в этом жанре, по-итальянски, по-французски, у него 3 концерта. Простите, это не концерты, 3 произведения. Я объясню, что это жанр. Музыка на воде, мюзикл Гомера. Музыка на воде. Музыка фейерверка, музыка фейерверк. Так. И, наконец, музыка фейерверка. Я приношу оригинальное название, что партитуру так по-английски написано. И, наконец, музыка леса. Музыка леса. Самое смешное, что если по-английски получается музыка дерева, не форест, а вуд. Почему так по-английски, не знаю. Загадка. Итак, это образцы нового жанра музыка неглубокая. Новизна в том, напоминаю, что эта музыка звучала не в помещении, не в зале, а на улице. Раз. А отсюда вытекают другие новые особенности этой музыки. Раз на улице она была очень громкая, чтобы быть слышно далеко, а для этого пришлось изменить оркестр. Он был не таким, каким был всегда во времена Люли и прочих музыкантов. Он стал огромным, у него было 60 человек. Это огромный, сумасшедший размер. Обычно около человек 20. Итак, большой оркестр. Дальше. В нем была огромная группа духовых инструментов, самых сильных, которые слышны далеко. И духовых не только деревянных, а медных, потому что медные инструменты сильнее деревянных. Трубы и волтовые. Запомните. А это уже новое звучание, новые тембры, которых не было в оркестре ни одного современного музыканта. Кроме того, поскольку эта музыка сочинялась не для души, как говорится, а для развлечения, для удовольствия, то она не могла звучать 10-15 минут. Сказать, а почему 10-15? Чтобы лучше поняли, господа. Концерты Гросси и Корелли, Вивальди звучали 10-15 минут. То есть по начальнику очень маленькие.
Сегодня одна часть концерта очень только, а тогда весь концерт. 9 минут должно было быть. Не были такие по своим меркам. А Гендель писал вот такие, звучащие по часу, полтора-два. Почему? А они для праздника. А мы не можем себе позволить в праздник слушать музыку только 30 минут, или 20, или 10. Мало. Мы хотим весь праздник слушать. И так они были огромными элементарными. Дальше. Из третьих особенностей была вот что. Когда музыку слушали в зале, то слушали люди образованные, просвещенные. Это была элита, дворяне, аристократы, с их утонченными вкусами. На улице музыку слышал любой человек. От грузчика лондонского порта до герцога. И она должна была быть понятна и интересна всем исключительно. Вот почему музыка отличается уже, как говорят автор ваш ученик, демократическим характером, хотя слово совершенно не по делу и не точно. Правильно говорит эгалитарная музыка, от французского эгалита, равенство. То есть музыка доступная всем, понятная всем. Вот это было новым, так никто не делал до Генделя. А теперь, ну а что с точки зрения жанров? Что же все-таки концерт или сюита или увертюра? Объясняю. Это можно назвать суперсюитой. Про сюиту мы в прошлый раз так не рассказали, но, надеюсь, прочитали, вспомнили. Нормальный сюиты, 6, 7, 8 частей, не больше. А теперь представьте, если вы берете это, повторяете 3, 4, 5 раз, то есть умножаете сюиту, и в ней номеров так 30, 40, 50, 60. Он собрал кучу сюит, возникла суперсюита. Как, может быть, вы знаете, слышали по телевизору, вот он там, где-нибудь там в Калифорнии, Силикон, они придумали суперкомпьютер. Не надо думать, что это один компьютер, у которого размер с этой комнаты. Это, можно сказать, тысячи компьютеров в университете. Так вот, поэтому его музыка на воде, музыка леса, музыка дня, это много сюит, поэтому и длится 2-3 часа, огромное произведение. Но поскольку это музыка для праздника, там не только танцы, там есть и не танцевальная музыка. Послушать так просто. Поэтому, конечно, всякие и алиманды, и куранты, и сарабанды, и жиги, и луры, и буреи, и проспект, кундрас, хорнпайпы и так далее. Но могли быть и арии, и прелюдии, то есть не танцевальные жанры, и вертуозы могли быть. Вот это было новым. И это изумило современников. Такой музыки никто никогда до Генделя не делал. А потом это будет делать более обычным. И вот многие симфонии уже в 19 веке и симфонические произведения оставались в расчете на то, чтобы звучать на открытом воздухе, чтобы быть слышаны всем. Обычно Бетховен в расчете на эту симфонию писал, нельзя так Гендель не повлиял. А теперь, господа, послушаем образцы оркестровой музыки Жоржа Генделя, и вы оцените, что он не только музыкант, но еще музыку масштабную, величественную, грандиозную, героическую, так, но и нежную, тонкую, лиричную. Он мог быть очень разным. Так, сейчас я открою закрома. Так, это будет для вас из Генделя. Так, открывается компьютер. В России издали всего Генделя, аудиозаписи. Все произведения, все произведения. Так вот, это 8 или 10 дисков, на каждом из которых, первый курс такой, надеюсь, вы так не забыли, другие говорите, на каждом из которых часов по 10 музыки. Это огромное количество музыки. Сумасшедшие просто. Для сравнения, был такой композитор в 20 веке, классик тоже, Антон Вебер, в 45 году. Так вот, у него все музыки на час 42 минуты. За все написал. А у Генделя множество. 10 числом, например, 10. Сумасшедшее количество. Так, итак, слушаем оркестровую музыку Генделя. Ну и начнем с концерта. Вот концерт для 2 оркестров, кусочек, чтобы вы почувствовали вообще. Маленький совет. Напоминаю, оркестры той эпохи никогда не называйте симфоническими. Симфонический оркестр еще не родился. Это оркестры, но не симфонические. Сегодня их называют словом камерные. Или еще барочные. Они звучат не похожи на симфонический оркестр. Почему? Там либо очень мало, либо нет духовых инструментов. А если есть подводные, либо одна флейта, один гобой, и вот так. Там нет ударных инструментов. Но там есть струны, скажите, правильные струны, только не такие, как сегодня. Сегодня, если струнные инструменты в оркестре, все знают, это скрипки. Семейство скрипок. Скрипки, альты, виолончели и контрабасы. Это семейство скрипок. Тогда
в струнный оркестр, в барочный оркестр входило целых 3 семьи инструментов. Виолы, скрипки, а еще и лютни. То есть и смычковые, и щипковые. Щипковые это лютни, а смычковые виолы и скрипки. И виолы предпочитали, почему они был более нежный звук, красивый. И если странно, почему тогда сегодня не играют? Все просто. У них звук при этом слабый, не такой, как скрипка, а у скрипки сильный звук. Поэтому скрипки постепенно и вытеснили бедные виолы к середине 17 века, 18, простите. Поэтому Гендель и Бах были практически последних славных виолов. Виолы были разными, их держали и так, простите, так держали даже на колени, но они были маленькие, большие. Самую нежную виолу, которая была мамой скрипки, называли виола дамур, то есть виола любви. Была еще виола добраччо, ее ставили на колени вот сюда. И была виола да гамба, ножная, ее ставили на пол. Отсюда, кстати, итальянская фамилия Гамбино. Так вот, но еще на виолу было труднее играть, у него был такой гриф. Его не обхватишь всей рукой. А надо вот так руку класть, как они были гитары. И он был плоский. Поэтому, если вы на скрипке играете, можете отдельно на каждой струне играть смычком, не сдавая другие. А на лютне играете, все струны задеваются. Трудно играть. Вот так. Но кроме виол, скрипок и лютен, в тот оркестр входил еще обязательный инструмент клавесин. Он был обязательной частью оркестра. В симфонический оркестр фортепиано не входил. А барочный оркестр клавесин. Вот отсюда необычное звучание барочного оркестра. Вот эти струнные, лютни, виолы, скрипки и клавесин. Мягкое, нежное звучание. Ну, иногда флейта, гобой. Итак, слушаем. Итак, в нем 6 частей. В этом концерте слушаем начало увертюра. Видите, когда-то слово увертюра означало не только вступление к опере, но и вступление к чему-либо, даже первую часть концерта. Начало музыка. Когда вы прослушаете несколько отрывков барочной музыки оркестровой, то вы потом уже никогда не спутаете симфоническую музыку, классику с барочной музыкой. И музыка разная, и оркестры разные, звучание разное, тембр у них совершенно разный. Вот это типичное барочное звучание. А вот другая часть концерта. Вторая. Смотрите. Он использовал торни, медные духовые, тогда их очень редко использовали. А вот он в части медленной, лирической, задумчивой. Вот и таким может быть Гендель. Грустным, печальным. Чтобы вы лучше оценили то, что слышите, господа, сообщаю вам. Это аутентичное исполнение. Что означает? Исполняют музыканты так, как исполняли 250 лет назад. В той манере. А и Б. На инструментах той эпохи. По и на современных инструментах. Это звучание особое. А теперь вот что. А теперь покажу уже классический концерто гросси, большой концерт. Опус 6, помните, там 12 концертов, а из опуса 6 номер 6 концертов. Так, шестой из опуса 6. Пошло. А здесь уже 5 частей. Это одна из вершин его творчества, один из знаменитых концертов. Ну а теперь слушаем. Помните, говорил, что он писал по образу и подобию Карелли. И поэтому у него первая часть могла быть и медленная, и быстрая. Но чаще медленная, а у Вивальди первая часть быстрая. У Вивальди первая часть не только быстрая, но и радостная. Исполненная действия,
А у него, у Генделя, часто она печальная, грустная, где лишь переживание, размышления или какого-то исследования. Итак, слушаем. Первая часть. Larva affetuosa. Запомните, larva означает немедленно, широко. Есть такое слово. Так называется многие главные точки в испанских городах и итальянских. Larva Plaza. Широкая площадь. Вот теперь вторая часть быстро. A tempo giusto. Надеюсь, вы в вашем репертуаре, как пианисты, сталкивались со словом giusto. Ну, музыканты по-своему переводят. А вот когда итальянец желает сказать, что я хочу напиток, очень крепкий такой, там, кофе крепкий или ликер, per favore, giusto. Покрепче сказать. Итак. Обратите внимание на склад. Склад полифонический, полифонимитационный. Что из этого? А то, что Вальдак никогда не делал, это Корелли делал. Он вставлял полифонические части в конце. Это тоже особенность концерта Корелли, а потом Генделя. Так, сейчас будет следующая часть. И она тоже делает концерты Генделя особенными, не похожими на концерты Себастьяна Баха. Почему? Бах не вставлял в свои концерты танцевальные жанры. Никаких танцев, никакого значения. Так вот. А Гендель, как Корелли, вставляет. Поэтому следующая часть – это мюзет. Кто не знает, господа, мюзет – слово французское. Переводится буквально как волынка. Ну что волынка была знается. Волынка. Так вот, да. Вообще-то это французский крестьянский, то есть народный танец. Сейчас я дверь прикрою, чтобы первый курс больше нас не мучил. Сейчас они домогательства. Так вот. И раз танец называется волынка, то называется он потому, что вообще-то музыка такого танца подражает звучанию волынки. А волынка, как помните, длинный тягучий звук в басу, непрерывный. А наверху мелодия. Так вот, и он вставляет сюда танец мюзет. Это третья часть в концерте. Себастьян Бах не делал. Но потом так будут делать господа классики в своих симфониях. Они выставляют третьей частью тоже танец. Кстати, мюзет – трехдомный танец. Итак, слушаем. Мюзет. Очень приятная музыка. Да, медленный танец. Не все танцы быстро должны быть, как договорились. И видите, как здесь тянется нижний звук волынки, так вот виолончель здесь тянет нижний звук. Кстати, никаких контрабасов в барочном оркестре не было никогда. Сам вместе пел виолончель или была та гамма, которая стали на пол, это не так случилось. А теперь вступает скрипки. Кстати, есть приложение для фортепиано до конца. Можете будете играть, может, в школе играли. Так, а теперь четвертая часть, быстрая. Оркестр, который играет эту музыку, называется English Concert. Такой знаменитый оркестр, который славится исполнением полутехничной музыки. А теперь следующая часть. Она тоже быстрая. Вот я прошу вас обратить на это внимание. У Вивальди, и у Себастьяна Баха было так, что соседняя часть непременно контрастная, не похожа по характеру, по темпу. Если была быстрая, должна быть медленная. Только так. А у него, у Генделя,
как и у Карелли, могут быть части в одном темпе, значит, одного характера. Итак, следующая часть и последняя часть этого концерта. Да, меняется мир, меняется гитара. Мне кажется, тревожная порывистая музыка. Так. Ну а теперь серим, господа мои, впечатления ваши. Я скажу про свои потом, потому что они уже записаны, чтобы не давить на вас. Вот из этого концепта специфические, какие вам запомнились более всего? Быстро. Ага. Все, нет? Понятно. Ну что ж, наполовину впечатление сходится. А у меня 3-я, 4-я мюзет, и вот это быстрая часть. Это к тому, что вообще-то в программе уже указаны номера отрывки из книги, которые вы должны слушать. Но иногда я поступаю вот как. И поэтому сейчас вам дается выбор. У вас в списке произведений значатся концерты Антонио Вивальди. Там не указано точно какие-то. Но, если хотите, вы можете заменить их на то же количество отрывков из концерта Вивальди, которые нравятся вам, которые вами более запомнились. Имейте, что концертов Вивальди много. Кстати, насчет много, сколько? Сумасшедшее количество. Можете представить, сколько он писал? Один человек, Вивальди. Около 600 концертов. Столько не живут, как говорится. Вы просто перепишите каждый, и вы поймете. А там же много партий. И был при жизни знаменит, славен, восхищался Европой, его музыкой, его мастерством. Почему был блестящий? А умер в безвестности, всеми забыт, никого не нужно веяния. И так тоже бывает, как и печально. Так что судьба бывает беспощадна. Так, а видите, а у Генделя, ну вот 18 концерта Гросси, 2 двойных, и еще 1 Александра. У Себастьяна Баха концерт Гросси еще меньше, только 6 штук. Так, кстати, о Вивальди, раз уж упомянул, напомню, этого музыканта до сих пор зовут в истории Рыжий Аббат, Аббато Росси. Росси без рыжий. Россо красный. Похожие слова, да? Так что если запомните перевод слова, потом будет легче. Например, так написано на бутылке сталинский вермут там. Россо или бланко? Бланко белый, россо, значит, красный или розовый, как хотите. И еще по поводу Вивальди. Вивальди был аббатом, я не встречал его. Он был лицом духовного звания, как потом он стал Ференц Лист, поэтому он ходил в сутане, как положено, но в духовной шляпе. Такая колоритная личность. И пережил Себастьяна Баха. И так это был образец концерта. Концерта Гросса, в котором Георг Гендель был велик.